Всем привет! С вами канал Life. Меня зовут Карина. Счастья всем, любви, процветания. Мы идем на море кормить чаек. Вчера мы накупили всего, что только могли придумать, чтобы их покормить. Ну, чтобы им не навредить. Ну и там голубей еще будем кормить. Вот, посмотрим сейчас, как все получится. Здравствуйте. Уже утро, 14 января 2020 года. Мы живем прямо около моря. Сейчас буквально пройти 2 шага и покажем променад. Сегодня, конечно, очень хороший день, но завтра вот еще теплее будет. Сегодня плюс 6, а завтра плюс 8. Вот. То есть это теплее, чем даже до этого, потому что там были какие-то небольшие падения температур, там до 3 градусов. А сейчас я посмотрела прогноз погоды. Обещают то 8, то 6, то 6, то 8, то 7. Плюс, естественно. Тут в Зеленоградске такие прекрасные дома. Это город-курорт, но домики есть старые, прям немецкие. Тут кафешечки, и все такое милое. Все такое прям чуть ли не игрушечное. Мне нравится, как оформляют зеленоградцы свои дома. И как вообще здесь все выглядит. Как-то вот так очень уютно. Вот такая кафешка тут. Мы на нее не ходим, но она красивая. Оформлена так красиво прям. Здесь вот какая-то даже игровая комната есть. Вот мы вышли к морю. Вчера дождик был ночью, видимо. Да и вечером чуть-чуть было. Вот мы уже на променаде. От отеля прям 2 шага. Ну, мы сейчас их всех вызовем. Это будет очень много чаек. Ритуал вызова чаек. Будет просто сейчас шедевральный вызов. Сейчас мы их начнем кормить, и они все приедут, прилетят. А еще голуби, конечно, прилетят. Вон они уже там ходят, голуби. Голуби на месте. Им надо хлебушек дать, голубям. Они очень любят хлебушек, им можно давать. Вон их сколько. Их надо здесь вот где мы вчера видели чаек, также вот здесь начать кормить у заборчика. Вот. Вот там собачкой гуляют люди. Вот наше море. Вот какая красота. И сегодня более-менее такой безветренный день. Штиль прям. Вот. Но море все равно, вот оно. Кстати, вода немножко отошла. Вчера прям все было до самого конца. Сейчас нет. Сейчас немножко отошла вода. Вот. Так, ну давай голубям. Ну вон они уже прилетели. Ух, они как прилетели. Сейчас и сухарики. Сухарики? Да. Ну давай. О, это ты, мои хорошие. Сколько вас много. Сколько же вас много. Все хотят кушать. Они на лету хватают еду. Ну-ка, дай-ка мне я этот насыплю геркулес. Геркулес, голуби-то будут геркулес. О, как близко. Чайки.
Помоги открыть пачку, пожалуйста. Вы мои сладкие. Просто надо прорвать ее. Вот. Дай-ка я попробую. Да все. Давай я попробую. Вот, насыпали геркулес. Ну, голуби-то точно будут геркулес. А чайки только для них мелко очень. Ты сухарики-то ломай. А голуби не знают, что такое геркулес. Им не приносили, видимо, они не знают. Но они едят некоторые, ну так, скромненько. Это я. Яблоки есть, еще яблоки надо. Подожди, давай уже яблоки. Все уже сидят, едят все. Все хорошо, и чайкам нравится, и голубям геркулес. Ну что, овсяная крупа, она очень полезна для здоровья. Итак, мы идем по променаду. Чаек всех накормили. Они очень обрадовались тому, что мы их кормить пришли. И их было очень-очень много. Море. Очень спокойно сегодня. Мы пойдем пить кофе сейчас. В нашу любимую кофейню. Blend 66. Попьем кофейку с утра. Очень люблю кофе с утра. А вы пьете кофе? Какой ваш утренний ритуал? У меня обязательно встать полностью, помыться и потом сразу же готовить капучино. Я пью только капучино и латте. А мой муж пьет капучино, латте и американо. Ну, разные, когда у него как настроение. Вот. А я только капучино и латте. А вечером чай. Ну, где-то мы до 5 часов вечера пьем кофе. Потом уже сложнее с этим. Иначе можно не уснуть. И либо, если работа какая-то уже ночь, то можно выпить позже. Дома варим тоже кофе. Кофеварка есть с капучинатором. Вот мне интересно, любите ли вы кофе, нравится ли вам пить? Лесенка к морю. По пляжу? А потом вернемся. Да нет, я, наверное, пойдем сначала кофе попьем. Невероятное спокойствие и красота. Неописуемая. Я хотела показать парк Королевы Луизы. Мы же вчера не смогли показать.
Успеем, конечно. День-то длинный. Там кто-то тыквы. Вот мы уже сколько прошли. Ну, мы далеко не отходили сильно. Вообще от нашего отеля до кафе, которым мы всегда кушаем, именно кушаем, это кафе у моря Дача, обычно, ну, метров 500-800, да. Но мы сейчас идем не туда. Мы сейчас идем в кофейню на Восковской Бленд, потому что дача открывается в 11, а кофейня в 10. А время между 10 и 11, и мы сначала пьем кофе с утра. Вот. Тут вот такой пляж. Мы уже спускаемся на пляж по лестнице. Уровень, конечно, воды был вчера гораздо больше, но сегодня вода отошла. Вот. Да, там вот драгоценностей. Да, пляж наполнен искателями драгоценностей после шторма и янтаря. Вот. Ну, шторма никакого не было, но был прилив. А прилив всегда несет с собой вещи. Волны вчера были. Да, волны, прилив. Вот сейчас пойдем в парк Королевы Луизы, а через парк потом дальше. Вот здесь вот есть кафе «Амбар». Я там никогда не кушаю, но люди хвалят. Хотя вот мы пришли туда, поели, и мне не нравится. Я ем только в даче. Причем в «Амбар» надо очередь занимать, чтобы поесть. А кухня почему-то мне не по нраву пришлась. Не по вкусу. И кофе там, ну, невкусный, нехороший. И кофемашина. А вот в «Амбаре» все супер. Ой, в даче. Перепутала. В «Амбаре» мы никогда не едим, а в даче все супер. Вот, там очень вкусно готовят. Мы вчера ели ризотто с овощами. Там грибочков добавили. Потом мы пили чай, травы и мед. Ну и кофе там неплохой. Вот парк Королевы Луизы. Мы всегда через него ходим в нашу кофейню на Московской. Вообще Зеленоградск город кошек, и в парке часто встречаешь кошечек, котиков. А так очень у него тоже такая обстановка одухотворенная, я бы сказала. Тут детишки играют всегда, вот теремок сделан. Вот такой теремочек. Всякие сказочные герои. Но это для деток. Дорожки недавно все отремонтировали. Ну так более-менее. Основные, которые. И стало вообще очень приятно. Мило. Парк исторический, очень старый. И мы сейчас прогуляемся по нему. Здесь есть волейбольная площадка для пляжного волейбола. Очень хорошая. Хорошо площадка. Люди играют, да, в пляжный волейбол. Здесь проводится чемпионат какие-то даже. Не знаю, уровень, чемпионат был. Солнышко светит, не знаю, возьмет ли камера вообще. Ну вот очень такой вот прям Завораживающий вид. Да. Зелененькая травка в январе. Листики. А деревья уже все голенькие опали. Идешь, такая тишина. И собачки. Люди с собачками гуляют. Там озерцо небольшое в парке. Вот сейчас мы дойдем. Уточки плавают. Тут вот скворечничек. Птичек кормят. Такие дорожки. Вообще тут и свадьбы отмечают. Там вот мы когда сейчас через мостик пойдем, там будет видно, что
Весь мостик в замочках свадебных. Я их даже фотографировала. Даже на задание в группу фотографировала. Диагностика, сканирование целителями. Вот видите, какие пейзажи здесь. А вот там тоже ресторан. Довольно шикарный. Вообще каждый, приезжая в Зеленоградск, выбирает себе кафешку по душе. Или ресторанчик. Мы вот выбрали эту дачу и все вот. Но люди иногда вот и здесь постоянно кушают. Первое, что необходимо у местных узнавать по приезду в новый город, хорошее проверенное кафе, рестораны, где можно хорошо вкусно поесть и не отравиться. Вот такие виды. Идем дальше. Гуляем. Нужно обязательно совершать пешие прогулки по утрам, чтобы здоровье было хорошее, чтобы кислородом насытились легкие. Это очень-очень прекрасно. Вот у нас озерцо такое или прудик небольшой. Тут и уточки живут. Вот они плавают. Такие довольные уточки. И гуляют с детками, и с колясочками, да. И с собачками гуляют. И кто-то с кошечками на поводке. Немножко камеру буду отодвигать от солнышка. Потому что если вот так снимать, бесполезно снимать. А вот такой вот. Тут плакучие ивы. Шикарно. Очень приятное место. Вот там сейчас на мостик зайдем. Там будет огромная плакучая ива. А летом она вся зеленая. И она прям как дождь зеленый. С неба такой. Не знаю даже, как это объяснить, как спускается прям до воды. Вот она, да. И такое прям приятное впечатление. Фотографии кучу делала с ней. Потому что очень красиво она так спускается своим зеленым ковром до воды. Вот она. Вот мостик. Тут замочки висят. Такие замочки. И вот оно, озеро или прудик. Там уточки сидят. Все сделано для людей. Расстояния здесь небольшие. Города все по побережью маленькие, да. И человеку приятно в таком месте находиться, чем в огромном мегаполисе, где ты 3 часа едешь с одного места на другое тебе надо, да. И чтобы погулять, съездить, нужно куда-то опять же ехать далеко, муторно. А здесь даже от Калининграда до Зеленоградска 30 минут езды на машине. И все. И час на электричке. Ну, на автобусе также. Удобно. Вот мы уже пришли. Вот прямо у парка. Улица Московская, 66, кофейня. Сейчас я вам ее покажу. Она и называется кофейня на Московской Б 66, потому что она на Московской 66 находится. Все очевидно. Сеть здесь никогда не ловит внутри. Если вы захотите попить кофе, знайте, что в интернете вы не сидеть не будете. Пройдем. Здравствуйте. Да, я средний буду.
мое любимое место. Вот смотри, если ты сделаешь неправильно, у тебя будет вот так. Ты ее фотографировал, значит, да, пиццу? Ну, если продлить просто... Я ее не фотографировал, там как бы запрещена фотография. И приходилось... Те, кто фотографирует, ведут самосъемку, они как бы скрывают. Вот мы... Ага, то есть в ашраме тайком, да? Да, фото, Фотографируют тайком. Ясно. У тебя там вот глаз. Вот это радужка черная. Господи, тут декорации просто потрясающие, конечно. Это твой Вот все очень милое. очень ничего не рисовать. Когда покажется направление, Это новогодний дизайн, декор. Это все вот можно кушать, покупать. Все очень вкусные, кстати, у них тортики. Вот это ценник. Прайс. Здесь что? А это пожелание. Здорово. Фиксируешься стрелку не продолжая просто поверхность века. Не просто ты продолжаешь, а ты ее утолщаешь кончиком, который будет продолжать изучать. Книга о кофе. Вот. Начинать ее нужно. А ты заметила, что еще не хорошо? Слушай, но ему не нравится, не краситься не хочется. Мне кажется, все красят. А я никогда не красила. Ну что ж, это видите, Свет пицца. я обращаюсь, я говорю, что... И вкусная там в Индии пицца. В ашраме иногда бывало хорошее, иногда не очень. Неплохая в Хануман кафе была. Хануман это фотопарти, да? Да. Тоже выросла, и у меня В общем, вот такая вот кафешка. Шикарно. Мам, я тебя поддерживаю. Там принцип. Вот мы вышли из кафе. Спасибо этому дому. Ты не закрыл дверь. Ну вот как тебе не стыдно? А? Извиняюсь. Девушка бегала, закрывала за тобой. Ну, вот такое у нас было утро. Мы попили кофе. Посидели. Сладкого ничего не стало, потому что с утра не хочется. Надеюсь, что день у нас тоже пройдет очень даже замечательно. Я потом сниму наш любимый ресторан, кафе, дача. Я считаю, что это ресторан. Вот. А сейчас пока мы немножко прогуляемся. Вот в Зеленоградске есть такое местечко. Спускаешься, и ты... Нет, сначала поднимаешься, а потом спускаешься к морю. И такой вот вид потрясающий прям. Можно гулять у моря. Но сначала надо вот спуститься по такому мостику прикольному. И вот все, побережье твое. Сегодня, раз 14 января, то народу практически нет. Мало того, что все вчера справляли Старый Новый год ночью, так еще и зима. И ты можешь просто наслаждаться тишиной, спокойствием, практически, можно сказать, одиночеством или очень узким кругом лиц вокруг себя и радоваться морю. Вот такая красота. Сегодня после отлива и вечернего, сильного ветра оголились пляжи, и можно набрать очень красивых камешков. Давайте посмотрим на камешки, какие тут есть. Вот ракушечки валяются. Много камушков, конечно, много здесь. И море. Собачки, конечно же, гуляют.
Собачки очень любят воду, очень любят море. Давайте поснимаем вот так. Может быть, смотрели фильм «Кон-Тики»? Это отчаянное путешествие Тура Хейердала. По географии изучали, скорее всего, этого ученого, географа, писателя, который когда-то в 1947 году пустился с 5 товарищами в путешествие на Кон-Тики. Он из Перу, из Южной Америки, на плоту с 5 товарищами пересек Тихий океан и дошел по Тихому океану до Полинезии. И он сделал открытие, что Полинезия была заселена не с Азии, а с Перу. И вот в этом фильме, ну и вообще, когда Тур Хейердал пересекал Тихий океан, он снимал на тогда еще нецветную такую камеру, да, и его первый фильм, который снял он при путешествии на Кон-Тики, получил Оскара. Вот. А когда этот фильм в 2012 году сняли, Кон-Тики, можете его посмотреть, он тоже получил Оскара. И в этом фильме говорится, что море выдает 12 волн, а 13-я самая сильная. Представляете? Есть такая закономерность. И вот сейчас смотрите. Вот идет она. Видите ее, 13-ю? Потрясающе, да? Вы можете считать. Можете вот сесть у моря и считать. И 13-я будет самая большая. Это великолепно. И, конечно, море – это что-то невероятное, потрясающее, но вот только подумайте, да, что на Земле все моря, все океаны соединены, на самом деле это просто одна большая вода, и мы живем, да, мы называем вот такое-то море, другое-то море, тот-то океан, но на самом деле это одна большая вода. Где-то она холодная, где-то она даже в лед превратилась, где-то она горячая. Видите, какие потрясающие волны. Вот Владимир Николаевич уже собирает все. Он очень любит собирать камушки. И белемнит. Вот смотрите, вот это белемнит. Это чертов палец. Он очень полезный на самом деле. У нас его можно купить. Мы его собираем и продаем. Потому что, ну, в других точках России его нет. Он очень редко где водится. Ну, в частности, на Балтийском море. Это моллюски, которые миллионы лет назад закаменели. И если этот белемнит натереть в порошочек и добавлять в воду, лечит очень многие заболевания. Также порошком можно присыпать раны. И эти раны заживают в 2 раза быстрее. Лечит и щитовидку, и нервы, и много чего еще. Ну, в частности, кости, костные заболевания. Вот у нас есть второй канал, называется «Школа Таро Альвиен». Ну, я таролог сама по себе. И на этом канале тоже очень часто рассказываю про белемнит. Многие его заказывают у нас по 50, по 100 грамм. Высылаем и по штучке высылаем посылкой без проблем. Его не всегда можно насобирать так много. Вот сейчас был большой прилив, и море выдало порцию белемнита. Тут ракушечки всякие мелкие, все такое прочее. А вот тут я дошла до реликтовых пеньков. Реликтовый лес тут был. Деревья очень-очень старые, многовековые. И остались их корни. Но им уже очень много времени, этим корням, и они никуда не деваются отсюда. Вот такие вот корни. Это вообще все потрясающее явление моря. И, конечно, наш край, Калининградская область, Балтийское море богаты разными историями и чудесами природы, фактами о чудесных проявлениях природных.
Я очень люблю море. Очень люблю. А вы любите море? Приезжали ли вы на Балтику? Расскажите. И пишите комментарии, письма о том, какое впечатление на вас производит море. Насколько вы его любите или не любите. Насколько вы зависите от моря. Вот я от него завишу. Я хочу всегда быть у моря. Всем пока, до новых встреч.